11 января в исторической мечети Улуджами в Коньи была проведена проповедь о Восточном Туркестане. В своей речи имам напомнил, что Восточный Туркестан является неотделимой частью исламского и тюркского мира. Имам призвал верующих помнить это и молиться за своих братьев. После молитвы прошел митинг, посвященный Восточному Туркестану. По сообщениям местных СМИ, от имени Национального совета Восточного Туркестана в митинге принял участие Абдулла Азизи и общественный деятель шейх Али Акбар. Абдулла Азизи подробно изложил ситуацию Восточного Туркестана и призвал турецкий народ не забывать своих братьев. Cumanız mübarek olsun. Allah salih amellerinizi kabul etsin. Ama Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz bir cuma namazı kılmak için zar zar ağlıyorlar. Китайские коммунисты уделяют особое внимание школьникам начальных и старших классов. Учащимся внушают, что религия и вера приносят вред и что только атеизм является самым правильным путем. Во всех детских садах и учебных заведениях проводят жесткую политику против религии. Дети сталкиваются с подавлением, устрашением и шантажем сотрудников Министерства образования. Китайские власти намерены проводить собрания, уроки и лекции до тех пор, пока не искоренят религию. Все дети, без исключения, подвергаются промыванию мозгов. Классным руководителям было поручено следить за учениками и в случае выявления каких-либо религиозных действий провести разъяснительные работы и родительские собрания. При необходимости учителя обязаны сообщить о проблеме в государственные органы опеки. Было объявлено о вознаграждении от 1000 до 40 тысяч юаней за информацию о религиозных гражданах и организациях. Детям говорят, что они обязаны сообщить в полицию о своих религиозных родителях и родственниках. Китайское правительство считает любое проявление религии радикализмом и экстремизмом. Вне зависимости от возраста, китайская власть тяжело карает верующих. Политика тирании привела к тому, что школьники, работники и даже родные люди стали шпионить друг за другом. Религиозные реформы и беспощадность китайских властей привела к распаду многих семей. По информации сайта Китайской индустриальной армии, 2 декабря партийный комитет Уйгурского района вместе с Управлением Народной армии Китая провело собрание, посвященное военным учениям. Чин Джуангу подчеркнул важность увеличения военной мощи, проведения учений и повышения военно-стратегических навыков для обеспечения безопасности и стабильности. В своем докладе уйгурская правовая организация называет Народную армию Китая экономическим и военным аппаратом китайских властей для контроля уйгурского автономного района. Действия так называемой Китайской народной армии несут большую угрозу стабильности и жизни местного населения. Глава Всемирного уйгурского Курултая Долкун Айса, прибывший в столицу Бельгии 8 января, сообщил, что по инициативе Китая был создан Комитет солидарности Китая. Как известно, группа солидарности уйгурам была создана 19 октября в 2017 году. 10 политиков приложили усилия для рассмотрения вопроса лагерей в Европейском парламенте и на заседании ООН. 4 октября 2018 года был рассмотрен и подписан документ, состоящий из 15 пунктов о поддержке уйгурского вопроса.